Официальное закрытие персональной выставки вологодского художника Михаила Копьева. Последние посетители рассматривают картины, их поражают краски и настроение. Картина очень красивая, вот особенно вот это вот показывает. Прям вот весь этот вот как будто огонь вот в снегу, прям мне так кажется. Я даже не успела прочитать название, но мне кажется, это огонь внутри снега, вот похоже. Понравилась там картина была смородина красная вроде бы. Вот издалека она очень прям смотрится, прям переносит в ту атмосферу. Персональная выставка Михаила Копьева в Саранске открылась 20 июля. До ее начала художник не дожил всего один день. Долго болел, вспоминают друзья живописца, но его уход из жизни все равно стал для них неожиданностью. Несмотря ни на что, экспозиция была открыта. Это огромный подарок судьбы для всех нас, знакомство с поразительно светлым творчеством, огромной духовности, художник, великий гражданин России. У него удивительные полотна, исторические, духовные. И когда ты смотришь его картины, конечно, в душе что-то происходит. Человек всегда меняется от созерцания хорошего, прекрасного в лучшую сторону. И при общении с творчеством Михаила Васильевича это, несомненно, происходит. Единую тему, которой можно было бы объединить все картины художника, усмотреть сложно, но некоторые считают, что в полотнах есть отчуждение души и одиночество. И говорят, что это нельзя увидеть, можно только почувствовать. Протоиерей Виктор Зимин – один из тех, кто читает в картинах Михаила Копьева отрешенность от мира и света. Одинокий ребенок или обращенная никуда и никому радость в лице персонажа. Он художник, он так видел, остальным приходится мириться с таким мировоззрением. Пытаться, по крайней мере, понять, если даже люди не видят, нет, не как Копьев, но хотя бы понять, что художник делает, как он относится вообще к жизни, к его мировоззрению, мировосприятию мира. Все это, конечно, сейчас очень важно. Для того, чтобы разговаривать, надо понимать того, с кем разговаривать. Картины Михаила Копьева хранятся и выставляются во многих галереях мира. И еще не раз приедут в Саранск. Когда заканчивалась эта выставка, друзья и поклонники живописца признались, что все это время словно чувствовали среди безжизненных полотен душу автора. Людмила Кусерова, Владимир Ильин. Наши новости.